ассалому алейкум бинандагони азиз, тамошобинони меҳрубон, мухлисони барномаи лазиз бо Аловдин. Имрӯз дар барномаи мо меҳмони бисёр ҳам соҳиби эҳтиром, журналисти варзида, яъне рӯзноманигори бисёр машҳури мо ва оне ки бо як меҳнату бо як меҳнатдӯстии худашон соҳиби қадар эҳтиром гаштанд, ин ҳам бошад Наргиз Касимова. Мы шуморо хуш омадед мегӯем. Добро пожаловать по барномаи мо. Здравствуйте, Алаудин. Я рада вас приветствовать в вашей передаче и наших телезрителей тоже. Честно говоря, мне всегда хотелось сюда попасть, мне всегда было страшно, потому что хозяйка я не очень, готовить немногое умею, поэтому вот это для меня, это, конечно, настоящее испытание. Нет, я сразу не соглашусь, потому что талантливый человек... Талантлив во всем. Да. Так что не будем скромничать. Мы вам говорим спасибо, рахмат, чунки давати моро кабул кардед. Вы согласились участвовать в нашей программе. Спасибо вам огромное. Саломат бошед. Чи мо имрӯз тайёр мекунем? Хуш? Мо имрӯз дамлама тайёр мекунем. О, дамлама. Беҳтарин хӯрок. Я очень... Мне нравится дамлама. Да? Честно, дамлама. Честно говоря, я только его и готовлю на семейных молока, и, как говорят мои близкие, мо без оршидем аз дамлама и ту, поэтому, но мои коллеги еще не пробовали, поэтому сегодня я буду готовить вместе с вами дамлама. Спасибо, дамлама. Барой дамлама нам нужен будет, значит, как бы просили... Капуста, но главное мясо, хоп, морковь, картофель, лук, овощи, зелень, да, ну и масло. Масло. Бале, махсулоти щедрое лето. Вы тоже любите готовить щедрое лето? Конечно, я добавляю щедрое лето в основание дамламы, потому что получается такой удивительно мягкий сливочный вкус. Спасибо. Хотирасонные крамки. Сарпрасти кули барномаи мо ҷамъияти саҳомии журавои комбинат мебошад. О, щедрое лето. Ҳар рӯз як таъми нав, як навигарии нав. Бинед, аз таъми зардолӯи хуш сар карда то таъми замбурӯғ. Вот ҳар субҳ вақте ки шумо ба кор меред, метавонед аз сендвичҳое ки бо таъми замбурӯғ тайёр шудааст ва таъми қаймоқӣ дорад, чашед. Ин беҳтараш шунидан кай бувад монанди чашидан. Попробуем этот наш грибной вкус. Грибный вкус. Знаете, мы попробуем сейчас грибный вкус. Там замбрух. Почему я тоже предлагаю попробовать? Потому что обычно перед началом еды нужно быть немножечко не такой голодной, чтобы потом не набросать всего в дамламу, да, или вообще в блюдо. Поэтому стоит перекусить, чтобы сбить голод. Хуш. гуфти гапои Наргиз, ҳозир мо як мечашему каме ҳамун гуруснагиамонро чин мекунем. Хош ки бошад. беҳтарин таъм, яъне ки щедрое лето бисёр таъми нозук ва маззаи қаймоқин. Вы согласились? Удивительно сливочный. Бале. ҳама гуна таом бо щедрое лето бо мазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо щедрое лето ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. Муфассалтар дар сомонаи щедрое лето .tj. хуш ки бошад тамошобинони муҳтарам, боз як бор дигар хотиррасон мекунам ки имрӯз дар барномаи мо очень известная наша журналистка Наргиз Касимова ҳузур доранд. Еще раз хуш омадед мегӯем шуморо. Хуш, марҳамат. Мо сар мекунем. Хуш ки бошад ана дегро мондем барои мо. Албатта дар интихоби ҳар макатбонҳо онҳо равғанро интихоб мекунанд. Бо кадом равған тайёр кардан? Мо интихоб мекунем Щедрое лето. Щедрое лето. Чуноне ки гуфтам, таъми нозук ва маззаи қаймоқӣ. Хуш ки бошад дар аввал ки мо дорем майда кардани гӯшт, тахтача барои шумо. Наргизҷон, метавонам гӯштро ман майда кунам? Давайте. Я могу резать мясо, а вы можете... Я буду резать овощи. Овощи. Сразу говорю, лук не буду резать. Лук будет резать мужчина. Да. Правильно. Даже у меня же глаза У нас накрашены. Очень много запас слез.
Не будете Я морковку? Морковку? Нет, пока. Да? Потому что я воздержусь. люблю, когда режу, Да, можно да. быть, ага. яке аз хислатҳои хуби кадбонуи мо яне ки наргиз дар вақти майда кардани сабзавот метавонад кам як луқмаш як чашро ба даҳонаш партият хӯрад. Хуб аст. Хуб аст. Бале. Хуб. Вот. Наргиз, а барои чи журналист, а? Почему журналист? Почему не актриса, поэтесса, врач? Вот на самом деле, смотрите, вот вы говорите, почему не одна профессия, да? Сегодня очень много ребят, которые приходят в эту профессию, да, в любую другую, они пробуют себя и в разных сферах. Мне кажется, это абсолютно нормально. Это раньше нам казалось, что нужно работать в одном месте, в одной сфере, хотя мне кажется, совершенно нормально, когда можно пробовать себя в различных направлениях. Да? Вот сегодняшние журналисты, они, кстати, и блогеры, сами снимают, и сами монтируют, параллельно снимаются в каких-то роликах, фильмах. Но это, мне кажется, вообще здорово, да, когда можно попробовать. Ну, а в то время просто так получилось, что у нас был единый республиканский канал, радиоканал, единое телевидение, да, телеканал тогда, Таджикистан. Поэтому так получилось, что вот я была студенткой 2-го курса, и мне захотелось выбрать именно эту профессию, СМИ, журналистику. Вообще, знаете, когда к нам сегодня приходит Инна Сафино тоже, да, молодые ребята и хотят практиковаться, я всегда говорю, что даже если вы будете обучаться современным трендам в медиа, да, вам не обязательно быть журналистом по профессии, не обязательно выбирать какой-то современный медиа. Сегодня каждый из нас – это уже медиа. Есть своя армия, я не знаю, поклонников в социальных сетях. Есть, когда ты можешь действительно формировать и создавать какой-то медиапродукт. Да, это не обязательно журналисты. Вы тоже медийная личность, между прочим. Вы тоже можете создавать и создаете сегодня продукт. Я медийная личность. Сегодня так модно говорить. Так модно говорить, да. Поэтому это забони журналисты Каспи. Маниро, озишунидам розномани говорит Каспи. Это значит правильно, да, хорошо. Ман ози Наргиз равалин бордар ба тариқи радио шунида будам, агар хато накунам. Верно. Наргиз, бисёр хуб. Конечно, были, как вы сказали, сложности как бы в начале пути работы в этом профессиональном деятельности как журналист. Это без этого, конечно, были, конечно, и приливы, и отливы, и падения, и все было, да? Это верно. Тем более, что когда мы начинали, помните, я сегодня даже по радио услышала, когда говорили, это был период, когда интернета практически не было. Он только зарождался в Таджикистане, как, наверное, во всем мире, да? Когда, я помню, тогда пейджеры были, мы на Садо и Душанбе, когда вели эфир, мы первые такие смс или сообщения получали на пейджер. Ну, многое было впервые и только появлялось на свет. Наверное, в этом был успех и такой особый интерес, драйв, наверное, в жизни, да? Сегодня очень много ресурсов есть, только нужно научиться им пользоваться. Причем, опять же говорю, в любом возрасте, никогда не поздно. Наргиз, я вам скажу, что в любой профессии, да, Хамакас нужен вот этот драйв. Да. Вот вы не замечаете, а мы замечаем, что у вас вот эта энергетика есть, вот этот огонек, слава богу, есть. И вот вы работаете, вот это, чтобы у вас постоянно было. Это здорово. У вас даже тоже, кстати. Даже дар тайёр кардани дамлама мо бе хоҳишу бе ҳамон чиз намешавад. Бояд як оташак аловак бошад, да? Да, и вы знаете, что нужно разговаривать даже, я всегда так раньше делала, и с едой, когда ты делаешь, нужно шепнуть, чтобы ты была вкусная, я люблю тебя. И тогда люди, которые будут кушать вашу еду, почувствуют вашу любовь. Правильно. То же самое. Щедрое лето. Щедрое лето, да. Щедрое лето. Щедрое лето. Боз як тами иловаги, тами нозук, тами қаймоқӣ ва маззаи қаймоқӣ дар тайёр кардани хӯроки шумо. Хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаи мо, сарпарасти кули барномаи мо, ҷамъияти саҳомии журавои комбинат аст ва маҳсулоти, чуноне ки Наргиз гуфтанд, щедрое лето. Вы сказали, когда мы готовим, мы говорим, вот то же самое наши мамы. Вот мама, когда готовила, вот, часто замечал, что модарам вақти хӯрок пухтан, албатта аз ҳамун калимаи чӣ сар мекард, ки барои ризогия шуд бошад, бо таъм бошад, хушрӯй бошад. Худаш аз тайёр карданаш, когда готовила, она как-то со смаком. Ой, что-то надо вот это добавить. Да. Что-то добавила. Вот это должно быть, да. Создает настроение. Создает настроение, да, и результат будет хороший. Коллега, передадите мне яблоко, потому что я в дамлама добавляю яблоко. О, модар дамлама, як навигари дигар. Наргиз илова мекунад себ. Я в одном месте пробовала, так мне понравился, такой кисло-сладкий вкус. Да, с тех пор я добавляю. Хорошо. Чистить не буду, с кожурой добавлю. С кожурой, а? Да. Пусть аш мой илова мекуним дар
посередине почище сердцевину. من در تلویزیون سفینه باری نه یک بار 2-3 بار با نرگس با میخوردیم صحبت میکردیم و نرگس همیشه دعوت میکردن که من در برنامهشون нахша мебастим, у нас думали, проектировали, что может быть мы участвуем, может сделаем такую, а получилось так, что шумо дар мемони ман. Дар ҳақиқат ман камда дар ҳаяҷон немного волнительно, потому что рядом со мной очень профессиональные журналисты. Я стараюсь как бы немного правильно задавать вопросы и быть как бы корректным и таким. У вас отлично получается, коллега. Можно еще одну тарелочку еще мне? Одну тарелочку, я вас все-таки тоже похвалю, потому что нам с вами еще повезло участвовать в одном проекте, да, Got Talent, когда наш участник из Таджикистана получил первое место, и вы были в членстве жюри, да, и вас обожали, кстати, таджикские зрители, не только таджикские зрители, у вас такой мудрый был подход и прочее. И, кстати, скажу, что на том проекте я поняла, что насколько вы, оказывается, такой скромный и такой стесняшка. Это вы когда еще роли свои ведете, вы такой интересный в этом плане, сказать, смелый. А на самом деле вы очень скромный человек. Это чтобы зрители знали. Да. Роман, спасибо. Наргиз, ташакур. Мен дар ҳақиқат вақте ки мо дар барномаи ҳамун як озмуне ки осиёи марказӣ ро дар бар мегирифт, ҳам Узбекистон буд, ҳам ҷумҳурии Қазоқистон ва Қирғизистон, Тоҷикистон ва хеле хуб, натиҷаи хуб буд. Главный результат, как мы говорили, что Чоршанбе Аловатов гирифт гран-при. Это было просто супер. Беосита мо ҳамкорӣ бо Наргиз мекардем. Наргиз ба мо чиптаҳоро муҳайё мекард, моро гусел мекард, моро пешвоз мегирифт. Спасибо. Наргиз, вот в 2 словах. А ваши, как бы, обычно журналисты любят это задавать, как бы, о вашей семейной жизни. Коротко сказать. Кто Наргиз? Кто ее окружает в семейном, как бы, кругу, вокруг семейного очага, как бы вот в таком контексте. Ну, все, кто следят за нами в социальных сетях, они знают, что у меня 2 дочери, старшей 16 лет. Не, у вас дочь и дочь. Дочь и дочь, да. Старшей 16 лет, она ровесница телеканала Сафина, кстати, за что я люблю и телеканал Сафина, и свою дочь. Телеканал Сафина, телевизионный Сафина, Наргиз шуморо дуст медорад, чунки шумо ҳамсоли духтари ӯ ҳастед ки номаш Наргиз, ман Амира медонам, Амира, колонияш? Старшая дочь Лола. Лола, вале мисли Лолаҳо дар фасли бор ҳамеша шукуфон бошад. Вот 2 дочери. Старшая, кстати, занимается блогингом. Мне вообще нужно сказать, что у меня дети выросли на телеканале Сафина. Я всегда признательна руководству, коллективу, который помогает где-то провести моих детей. Они где-то за кулисами могут сидеть, кто-то может подвести, кто-то даст шоколадку. Ну, как всегда, наверное, это дети команды вот так вот растут, да, за кулисами любого учреждения. И вот в этом я благодарна и коллективу, и Сафине. И, наверное, в этом проявляется любовь моих детей к медиа. Да? По крайней мере, старшая дочь имеет свою команду, они готовят подростковую медиа, они снимают капшн-видео, они делают какой-то медиапродукт. И это здорово, что сегодня они могут такие вещи делать. Это бисёр хуба, это очень здорово, потому что у нас кто вот в театре с детьми приходили, уходили, дар театр куда кошом будан, дар вақт спектакль будан, а то як аз меҳмонам даъват кардем меҳмонамонро Мелисо Оҷибоева. Натиҷа в результате вот сын закончил у нас институт в Москве, закончил и стал режиссером профессиональным. Вот то же самое будет с Лолой. Продолжая просто тему воспитания, почему мы об этом заговорили, понимаете, это же очень важно, чтобы дети были чаще вместе с родителями, пусть на работе. Вы понимаете, мне кажется, что это хорошая традиция, когда ты собственным примером увлекаешь чем-то детей, да, потому что я свою старшую в какие только кружки не водила, и театральный, и танцевальный, и музыкальный, и на пианино она умеет играть, но в итоге выбрала медиа. Мне кажется, ребенок должен все попробовать. Вали. И дать ребенку выбрать самому, да? Конечно. Вот, из всех мы им предлагаем, они выбирают. Создаем такую обстановку. И вот, пожалуйста, выбирай. Ставим казан? Ставим казан. Наргизжон, сейчас казан я поставил. Чонки Наргиз гуфтан хорокой тайёр кардаги мо ҳатман бо маҳсулоти щедрое лето. Чтобы получился особенный вкус. Бале, чтобы получился особенный вкус. Наргизжон, сейчас масло, если хватит одно или что у нас, слава богу. Попробуем одну пачку, да, там посмотрим. Да, у нас одна пачка, если еще нужно, еще есть. Так, одну пачку. Щедрое лето. Хоп. Мампартов там. Майда мекунам. Хоп. Наргиз, а почему вы решили стать журналистом? Мы это спросили у вас, да? Да. Да. Это вы не выспали. Так. А помимо того, что вы занимаетесь здесь, работаете,
у вас занимает время здесь, ваша деятельность, а свободное время, чем вы занимаетесь? Ну, я помимо основной работы на Я телевидении- готовлю дамлама. Да, не только дамлама, да. Я просто... Да. Я также являюсь медиатренером, да, мы занимаемся различными еще проектами, которые не мешают основной деятельности на телеканале Софина. Вот в этом плане, вот в медиа и прочее продолжается наша работа. Вы знаете, вот щедрое лето, очень мы как бы говорим об этом, но в реальности, когда мы пьем утром ширчой или молоко, когда немного добавляем щедрое лето, вот на самом деле вот такой сливочный вкус. Он потом Там- весь день ведь сопровождает Да, тебя, боли. Вот сейчас то же самое, как будто на молоке, да, вот оно вот очень, очень хорошая продукция. Желтый цвет вообще Желтый цвет обожаю. обожаю, Да, смотрите, и Да, ваш да. фартук, он такое настроение создает, да? такое? Нариса, а по-вашему, какими качествами должен обладать журналист? Ну, я думаю, вообще в любой профессии, да, важно не уставать удивляться, изучать и постоянно учиться чему-то. Вот мы сколько с вами общаемся, мы вошмо сухбат кардем габза и судеман, як хислати шморо мебинам шуму, мачуно гуфтам шуму энержи дорит, энергия дорит, ва шуму гуш мекунит. А это очень хорошее качество, когда артист, актер, может быть, и журналист Слушает собеседника. умеет слушать собеседника и как бы принимать то, что какие-то замечания или какие-то направления, то, что как бы еще Йордан Микран барой хуптар шудани барнома, хуптар шудани намоечнома спектакль, то, что как бы он помогает, вы это все понимаете, это хорошо, потому что я думаю, гордыня тоже, да, она немного Но видите, все-таки мешает. толерантность, терпимость, она тоже важна, да, чтобы Это, люди вот это учились. качество, как бы вы думаете, что журналист тоже должен иметь вот эти качества? Журналисты тоже, да. Толерантность. Кладем мясо. Хорошо. Хуш. Какой запах? Раван общит мана. Ала как там и хуп. Ма гюшро ми андози. Вот мы сказали про то, что про молодых журналистов, что-то у нас был разговор, да? Да. А вот что вы сразу вот могли бы посоветовать тем журналистам, которые вот только стоят, например, у первые шаги журналистики, вот им что могли бы посоветовать? Я вообще за то, чтобы уже в школе ребята начинали изучать и что-то создавать, понимаете? Это потому что сегодня время так быстро бежит. Как говорит моя младшая дочь, в тот день у меня был день рождения, ей 6 лет. Она говорит, почему так время быстро бежит? Твой день рождения быстрее, чем мой или чаще? Я говорю, ну так получается. Я к тому, что, понимаете, не то чтобы ваше место могут занять, а к тому, что все настолько быстро меняется, и ты не успеваешь практически за этой жизнью. Поэтому, мне кажется, чем раньше вы начнете что-то делать, да, пробуйте, делайте. Иногда родители мне, подруг жалуются, ой, мой сын или дочь ничего не хочет, ой, они такие ленивые. Мне кажется, просто, может быть, вы не создали им те условия, когда им интересно, или не дали вот эту возможность. Сами удивляйтесь, сами изучайте вместе с детьми, да, тогда они почувствуют, что и вам это интересно. Мне кажется, как-то нужно самим заражать детей. Поэтому ребятам я могу сказать только, чем раньше вы что-то начнете изучать, делать и создавать, тем лучше. Не бойтесь ничего. Никого не слушайте, особенно старших, честно говоря. Даже нас с Салавудином не слушайте. Будем мы лук добавлять? Лук добавлять Пора, да? будем, да. Лук добавлять. Мо, так, дам лама. Хоть расон мекрем кидар мемори мо Наргиз Касымова, ва мо хурок теор мекрем дам лама. Бо махасулоти щедрое лето. щедрое лето, сирихар гуна таом, дарим бахор ту фами намояд. Тарзи теор кардани хурок ва пухтупази худро бо дигарон ошно бисозеду. имконияти бурдияки 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои волна бурд намоед. Тавсилот дар сомонаи щедрое лето .tg ё ин ки телефони 400 500 400. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает актер Аловидин Абдулаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. Вот опять же говоря о каком-то смысле жизни или о счастье, да,
Раньше мне казалось, что вот если я вот дойду вот до этой точки или достигну чего-то, да, вот, ну, я прям точно буду счастлива, да, а потом ведь со временем начинаешь ценить вот ощущение здесь и сейчас, да, вот тебе сегодня комфортно, тебе классно, вот ты с детьми провела, например, интересный день или вечер, с друзьями, с коллегами, записала интересную беседу, да, вот это и есть счастье, а не то, что когда-то куда-то мы дойдем или что-то мы обязательно получим, это непременно, жизнь – это процесс, и счастье тоже. Более, хелиху. Вообще вы такой по характеру сказали, вот вы рассказываете, а вы не злопамятный, да, человек, нет, или как? Не, ну бывает. Помню зло. Прощаю, но помню. Вот так. Да, ну то же самое, как бы, кто забудет, то ему оба глаза, как бы, да? Точно. Да. Слушайте, очень красивый цвет, запах, щедрое лето, что делает с моей домломой, с нашей. С нашей домломой. Я же забыла специи, давайте. Да. У нас специи, агар хатун агнам лавровый лист, барги лавр и хмели сунели, да? Да, кстати, для себя открыла, да, эту приправу хмели сунели. Можете мне подать? Да, хмель. Озер же, сейчас можем, да? Да, вот в мясо, да, потому что его кладут в начале, да, как бы в начале, когда готовят. Так. Хоп. Горошек сейчас душистый, тоже перец. Мы кинем. Прошу вас, коллега. Вы говорили о том, что как бы иногда помню зло, иногда забываю, иногда говорю маляш, шумаров бахшидам, да? Ну, вообще, смотрите, 20-й год он был таким непростым, сейчас так многие любят это повторять, да, поэтому какая-то переоценка ценностей, мне кажется, у каждого из нас произошла. Ты понимаешь, что это так относительно, такая ерунда, да, какие-то обиды, какие-то мелкие. Главное, вот мы живы, здоровы, наши близкие, да, любимые. Это главное. Так, соль будем добавлять? Соль добавим. О, мясо красиво жарится, мне кажется, можно даже на этом закончить. С луком оно пьёс, все за ботару, хыштамтар. Чтобы болгарский перец у нас болгарский тоже перец положить, притомился. Хелихуп. Я сейчас посмотрю. Как Хелихуп. Да. Наргиз, вы очень скромничаете, вы очень, я говорю же, талантливый человек, талантливый актер. Это все вы готовите, плита. Сапина. Наргиз, такой вопрос. Были ли у вас в жизни такие переломные моменты? В жизни, без этого я говорю, что нельзя. Были когда-то или что? Были когда, чтобы опять в таком... Вообще, когда мне говорят, какие-то трудности у тебя в жизни были, мне кажется, да как-то особых трудностей не было, или каких-то горестей, или проблем. Ну, не знаю, или я так смотрю. Но я считаю, что такие важные для меня моменты, они всегда связаны с рождением детей. Ну, может быть, я как женщина, как мама так говорю, потому что, когда родилась моя старшая дочь, тогда родились новые проекты, да, и я рада, что в ее жизни очень многое сопряжено со мной, да. Когда родилась младшая дочь, тоже какая-то новая волна пошла, вот каких-то перемен, каких-то новых идей. Мне кажется, вот, ну, все-таки дети, это наше все. Это всегда. Дети, это на все, вы правильно говорите. Вы знаете, рождение ребенка, это уже какой-то, с ним связаны какие-то новые проекты, какой-то баракат тоже. Вот да, с ним, конечно. Тут как бы, вот, мама стала. Наргиз работает и воспитывает детей. Это трудно, да, работать и воспитывать детей? Нет, мне кажется, вообще наши женщины такие героини, каждая, да, когда успевает и детей воспитывать, и дом содержать, и мужу помогать, еще работать. Мне кажется, это все женщины у нас молодцы. Да, молодцы. Морковки даем? Морковки даем, давай гляем. Так, значит, мы можем сказать, что Наргиз... Какой цвет красивый. Да, ну, вообще яркие цвета, они как бы больше витаминов. Кстати, мы тоже приготовим мы салат. Конечно. Как вы сказали, витаминный салат, витаминный салат. Вот. Мокандар сабзи лова кардем. Помидор сабзи вам гӯшт ва хотирасон мекунам ки маҳсулоте ки мо истифода мебарем ин маҳсулоти щедрое лето ин як таъми нозук ва маззаи қаймоқин. Помидор тоже добавим, я забыла, что нужно добавить. Хорошо. Видел по телевидению вашу программу, называется программа «Мамочки». Да. Вот несколько слов о ваших передачах, ваших программ, какие у вас гости, как вы выбираете своих
героев или героинь как бы в своей передаче. Вот несколько слов могли Скажу. бы это? Давайте помидор бросим, потому что время бросим. помидор. Да, да. Вахти помидор. Если говорить о программе «Мамочки», ну и не только «Мамочки», а других наших программах, да, где я приглашаю разных людей, всегда, знаете, мне важно, чтобы мне человек был интересен, да, чтобы у него какая-то история была. Я понимаю, что когда мне, как журналисту, будет интересно, зритель тоже почувствует вот эту любовь, вот эту симпатию, да, вот этот интерес, потому что ты сможешь раскрыть героя. И «Мамочки» была передача, и «Карьера», да, когда разные люди. Вы знаете, я больше всего запоминаю передачи, когда у меня в кадре люди плачут. У меня был такой герой, когда вспоминал свою любимую жену, которую потерял, да, он плакал. Я тоже такая сидела в кадре, плакала. Ну, как это сейчас. Мне с тобой смешно, тогда, конечно, было мне грустно. Да, И со стороны, даже сейчас, когда я пересматриваю в интернете, мне очень трогают такие моменты. Вот доверяет, когда, да, зритель, имеется в виду герой, доверяет журналисту. Вы по природе очень искренний человек, поэтому вы не Сентиментально можете... еще? Сентиментально, да, потому что мы не... Не, вообще, я думаю, все творческие люди, они как бы немного сентиментальны, немного дети все-таки. Вот Да. это есть, как бы мы... Фактически бувари гаст, бувари сказал, доверенность и любовь, и сказал, доверять и любить. Вот это вы сказали, это очень все-таки И вы знаете, важно. когда, как я смотрю, люблю смотреть мультики и плакать. Я когда с младшей смотрю мультик, и там умирает герой, и я сижу и плачу. И мне говорят, а что ты плачешь, мама? Я говорю, ну жалко же, тебе не жалко, да? Вот такая я. Ну, это, да, это как бы- Картофель это- бросаем. Коллега скоро дома будет я вспомнил то время, когда мы у нас рядом, где мы жили, где мы с Дагими Кардим, был кинотеатр, летний кинотеатр, и мы всей семьей, семья вся, отец, мать, дети, все с Крупачой ходили смотреть индийское кино. Да, это было И очень здорово. тоже фильм, они же мелодрама, сентиментальность там. И мы все как бы тоже иногда с героями «Слоны мои друзья» плакали. То же самое у нас Вот, было. вы знаете, вот где-то интернет, он украл вот это вот, знаете, какую-то вот эту искренность, трогательность, что ли, когда мы все, к концу дня мы все дома залипаем на своих гаджетах, успеваем отвечать Да. или смотреть. Я понимаю, что стало вот этого общения меньше, какой-то трогательности, да, вот какого-то восхищения, что вместе, а давайте там за Да, кого-то да, переживем. да. Вот этого Вот это. стало, к сожалению, меньше. Меньше, да, стало. Ну ничего. Мо Себилова Кардимоники. Да. Ин рецепт, это рецепт Наргиз Касымовой для приготовления дамламы. А? Кстати, давайте еще посолим, да, потому что, мне Посолим. кажется, добавить соль. А А может- сахар у нас есть? У нас и сахар есть, и соль есть, и перец. Вот, ложечку сахара чуть-чуть Можно, добавлю. да. Мы и- добавляем И соль. ложечку сахара. Что мы еще не добавили? Что мы еще не добавили? Мы добавили гушт, щедрое лето, равганаш, масло щедрое лето, гушт, гато, сеп, сабзи, картошка, пьез, сыр пьез, честно говоря. И яблоки, да? Да, и яблоки, да. Ну что, посолили, сделали. Посолили, Я думаю, что еще добавили хмели сунели, Да, в приправы. камтар, шакарам и ловакарди. перец тоже. Перец. Я думаю, что можно закрывать капустой, залить чуть-чуть воды и закрыть крышечкой. Потом можем приступать к салату. Да. Хуп. Все. Значит, мы можем немного добавим лаврового листа, может быть? А, Или да, еще да, раз? кинем, да? Да, да. Бархой лав. Вообще, как вы думаете, вот, немного еще раз хотелось бы узнать о вашей семье, вообще, как надо, вот очень интересно сказали вот, про своих воспитание своих детей, дочерей, как бы вы доверяете, вы любите, вы создаете, как говорится, им праздник. Это же тоже часть праздника, часть Да, да, традиции. да, да. Вообще, давайте закрываем капустными листьями. Закрываем капусту и Я хочу сказать, переходим, наверное, к тому моменту, вы знаете, я когда с друзьями, с коллегами, с семьей, когда мы встречаемся, мы же каждый праздник продумываем. Это же тематический вечер у нас. Мы продумываем музыку, мы готовим караоке, мы делаем конкурсы, наши дети всегда ставят какие-то танцы, спектакли, выступления, потому что семья у меня большая, 4 сестры, у каждой дети. И в этом плане, когда к нам другие тоже присоединяются, каждая наша встреча — это праздник. Мне кажется, так и должно быть. Тогда дети запоминают это, знаете, они будут вспоминать, что в нашем детстве было такое. И мой такой совет, вот, да, тем, кто вы проводите, да, не просто
просто сделать маракай красиво, продумать еще, о чем вы будете говорить, да, это же важно, как вы продумаете темы, какие карточки приготовить, мы же готовим даже пословицы, загадки, что-то еще, да, это вот разные конкурсы, угадай там мелодию, угадай по картинке название мультика, это так классно идет, мне кажется, это можно вот на любом семейном празднике, вот такие мои советы нашим зрителям, вот так можно украшать свою жизнь. Да. Хуп. Значит, это мы приготовили, хватит, да? Капуста хватит, Да. мы закрыли их. Закрываем, Хорошо. Так, Наргиз Джон. Пусть томится наша дамлама. Томится наша дамлама. Волшебные слова мы сказали. Да. Бинандагони муҳтарам, хотиррасон мекунем ки дар барномаи лазиз ба Алауддин имрӯз дар меҳмонии мо журналисти хеле ҳам варзида, журналисти хеле ҳам маҳбуб, журналисти хеле ҳам бисёр машҳури мо Наргиз Касимова ҳузур доранд. Мо шуморо боз як бор хушомадед мегӯем ва хотиррасон мекунам ки сарпарасти кули барномаи мо ҷамъияти саҳомии журавои комбинат аст бо маҳсулоти щедрое лето. хуш ки бошад, чуноне ки ман дар боло гуфтадам, щедрое лето як таъми нав, таъми боз ҳам беҳтаринро барои мо пешниҳод мекунад. Ин ҳам бошад таъми замбуруғ. Ҳанин ҳар сендвичи шумо ки пагоҳӣ тайёр мекунед, метавонед бо ҳамин маҳсулоти щедрое лето онро бисёрам зеб диҳед. Пока мы готовили, проголодались. Бале. Ва ман фикр мекунам шунидан, чуноне ки гуфтам, кай баъд монанди чашидан. Марҳамат. Щедрое лето. Можно заморить червячка, как обычно Да. говорят, перед подачей основного блюда. Бале, беҳтарин таъми хеле ҳам нозук ва маззаи қаймоқӣ. Совершенно верно. Да. Напомним, что сегодня мы готовим дамлама. Это наше основное блюдо. Кстати, готовим на щедром лете, да, зажарка у нас была. Бале. И давайте перейдем к салату. Бале, мо хориш тайёр мекунем. Для этого нам нужно как бы свежие овощи. Вообще, конечно, это особая песня, да, в Вот. нашей стране, потому что все, кто приезжает, они любят наши овощи и фрукты. Они экологически чистые, ароматные. Я вообще обожаю болгарский перец, его запах. Хорошо. Ой, это здорово. Я вам помогу. Вот у нас есть овощи. Вы можете доверить мне помидоры или огурцы. Давайте помидоры. Я Хорошо. буду как-то огурцы резать. Я вообще люблю больше огурцы, Кубиками чем или помидоры. как? Как вам удобно. Хорошо. Давайте так, чтобы это было красиво. Нарежем, наложим, чтобы Бале. ребята могли попробовать. Хорошо, потому Уже что не будем смешивать. Дизайн тоже имеет огромное Очень, значение. очень. Когда мы преподносим членмо пешнёд, мы говорим «Здорово, мы таки не хорим, ого, мы говорим «Хелиху». Хуш, Думаете, витамини стоит хуриши мо тайёр аст ва мебинем ки дар дегчи гап. Давайте вкус попробуем. Давайте. Вот я вам Соли сейчас, достаточно или нет? Да, ложка рядом есть. У нас и 2 ложки. Держите, и ваши такая ложка есть. Вот хотите такую ложку, какую, чтобы Ну, удобно вам было. классно. Ҳозир мо қани бинем ки қариб омадааст дамламаи мо. Соль можно добавить? Бале. Да, можно соль добавить, ками намак ҳамроҳ кунем. бинандагони азиз, хотиррасон мекунам ки мо бо ҳамроҳи яке аз меҳмонони азизи мо, журналисти хеле ҳирфаӣ, зани бисёр ҳам зебо, модари хеле ҳам ғамхор Наргиз Касимова ғизои хеле хуб тайёр кардем, хӯроки дамлама. Баъд аз чанд лаҳзае мо бо шумо вомехӯрему мечашем. Кани чӣ хел таъм дорад ин дамламаи мо. Бо мо бошед. тарзи тайёр намудани хӯрок ва пухтупази худатонро бо дигарон ошно бисозед ва имконият пайдо кунед ки яке аз 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои Вална бурд намоед. Тафсилот
дар сомонаи shedraeleta.tg ё ки телефони 400 500 400. аллакай хӯроки мо тайёр шуд. дамлама ки наргиҷон хеле кӯшиш кардан, ман ба он кас кӯмакам расондам. акун лаҳзаи хеле хуб, лаҳзаи чашидани ҳамин дамлама расид. хуш. Так, давайте. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вы не волнуетесь, нет? Нормально? Немножко волнуюсь. Ничего, хорошо. Я горжусь собой и вами, и Не-не-не. нашей работой. Очень вкусно. Очень такой насыщенный вкус. И, да, на самом деле вкусно и очень такой сливочный. Такой. Сливочный и мягкий вкус Мягкий, получился. мягкий вкус, Заметили? да-да-да. Щедрое лето дала какая-то мягкость домами. Бале. Щедрое лето. Як хеле маҳсулоти хеле хуб аст. Ба фикрам кадбонуҳои мо агар аз ин маҳсулот истифода баранд, хеле ҳам хуб мешавад. Чунки таъми нозуку, маззаи қаймоқӣ мешавад. Беҳтарин дамлама. Ташаккур. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Наргиз, что у вас очень много работ и здесь, и как бы и по творческой линии, и дома. И вы постоянно сейчас о дочерях звонили вам, да, и выбрали время. Вы Спасибо. говорите, я кушаю. Да, я буду говорить. И спасибо вам огромное, потому что очень вкусно получилось. Мы сюда положили яблоко, добавили и щедрое лето, и мясо, и все. Да, кушайте. И очень вкусно получилось. Спасибо вам еще раз, что вы пришли на нашу программу. Гайразин, мо бо ҳамроҳи Наргиз як хеле хӯриши хуб, салати хеле хуб, витаминни тайёр кардем. Лениво-витаминный. Лениво-витаминни не. Як хӯриши хеле хуби барои кадбонҳои каме тамбал. Чунки ҳам бодиринг, ҳам манам мисол ҳама чизо бисёр осон аст тайёр карданашон ва ман фикр мекунам инам як хубе мешавад барои саломатии шумо. Бинандагони азиз, мо як бор дигар ба Наргиз ташаккур мегӯем, ки дар барномаи мо иштирок кардан. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. И что вы хотели сказать? Во-первых, спасибо щедрому лету за то, что пригласили в эту передачу, да, и мы вместе смогли создать такое особое весеннее настроение любви. Кстати, скажу по секрету, вы очень мне помогали. Спасибо вам. Вы очень хороший партнер, кстати. Спасибо. Ну, а что хочется сказать нашим зрителям? Да, еще раз, наверное, повторим те постулаты, которые мы говорили во время нашей готовки. Создавайте семейные традиции, делайте все с любовью, не забывайте обниматься, говорить каждый день «я люблю тебя», благодарить всех и все. И, конечно, то, что нам ниспослано свыше. И тогда я думаю, что это есть гарант нашего такого долголетия, да, и счастливой жизни на земле. Да, это те правила, которые мы должны соблюдать. Аз номи сарпарасти кули барномаи мо ҷамъияти саҳомии жировой комбинат мо ва маҳсулоти щедрое лето мо шуморо ташаккур мегӯем ва ин гулҳо зебо барои шумо. Бале ва инчунин модаме ки шумо ҳамеша бо маҳсулоти щедрое лето дар хона истифода мебаред, ин барои шумо ки ҳар хел таъмҳои нав ба навро барои худ шумо кашф кунед. Муборак шавад. Спасибо вам огромное. Вот сюда мы его поставим. Вот. Саломат бошед. Хуш омадед, Наргиз ҷон. Бинандагони азиз, баъд аз чанд лаҳзаи мо боз ба ин ҷо бармегардем. Мо ғолибони ҳафтаинаро муайян кардем ва дар ҳузури шумо мо ба онҳо сертификатҳоро месупорем. бо ҳамроҳии мо бошед, азизони дил. инак, бинандагони азиз, ғолибоне ки дар иқдоми маҳсулоти щедрое лето иштирок карданд ва ғолиб омаданд, 6 нафар аллакай муайян шуданд, ғолиб омаданд. ин ҳам бошад Шарифамо Латипова. Шуморо табрик мегӯем, шуморо табрик мекунем, шумо ғолиби озмун шудед. ва инчунин Дӯстзода Меҳрдод, шуморо ҳам табрик мекунем. Марҳамат. ва 4 нафари дигар: Светлана Нарзуллоева, шаҳри Душанбе; Гултура Азизова, шаҳри Душанбе; Минтураева Зоидахон, шаҳри Турсунзода; ва Кулдашева Муяссар, шаҳри Душанбе. бо ҳамроҳии мо бошед то барномаҳои дигар. ҳатман аз маҳсулоти щедрое лето истифода баред.
ҳамагуна таом бо шедраи лета бомазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо шедраи лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. Муфассалтар дар сомонаи shedraeleta.tj.